Диабет не приговор, это образ жизни. Если взяться за болезнь в самом начале диагностики, с современными препаратами при правильном питании можно прожить долго и сохранить при этом качество жизни. Сахарный диабет относится к заболеваниям эндокринной системы, при котором затрагиваются абсолютно все системы органов человеческого тела. Степень вовлечения зависит от сложности протекания болезни, проводимых мер и терапии. Ранние признаки диабета могут оставаться незамеченными в течение долгого времени. Чаще всего люди приходят к врачу уже с тяжелым запущенным процессом, который намного сложнее корректировать. 14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В этот день, как и во всем мире, в нашей стране проводится акция «День открытых дверей», чтобы любой желающий мог оценить риски развития у него сахарного диабета. С утра в республиканской больнице в поликлиническом отделении был развернут пункт сдачи анализа на сахар. Здесь можно было бесплатно проверить уровень сахара в крови. К моменту прибытия нашей съемочной группы обследовали 6 человек. Григорий Федоренко вот уже 13 лет борется с сахарным диабетом. Ему приходится соблюдать диету и выполнять предписания врачей. 80-летний мужчина с виду выглядит здоровым, да и нет особых жалоб. Единственное, зрение уже не то. Я считаю, на мой возраст проблем нет. Ну, вот это держать только в норме сахар, и все. Стараюсь не есть жирного, не есть молочного, сытного такого. А так я ем кисленькое, и мандарины, и хурму, и когда сильно хочется селедки, я и хвост селедки съем, потому что... Как вы считаете, насколько необходимо проводить такую акцию бесплатную? Вы знаете, я вам, наверное, побольше, почаще, может, много таких людей. После сдачи анализа на сахар больной может на месте же получить бесплатную консультацию эндокринолога. Также в этом году консультацию проводят невролог и кардиолог. Это новшество. Григорий Федоренко, получив свои результаты, направился к эндокринологу, поскольку у него высокие показатели. Здесь ему откорректировали лечение. Скажите, пожалуйста, какой уровень глюкозы крови у вас выявили? 9,1. Вы сегодня кушали? Нет, натощак измерили? натощак, да. Раньше измеряли когда-нибудь глюкозу крови? Я 13 лет с диабетом. А, у вас диабет Да, выставлен? я с диабетом уже 13 А что лет. принимаете? Какие препараты? Помните название? Я украинские помню принимал. Ну, я в основном На данный момент вот что вы принимаете? тысячники. Глюкофаж? Да, ну что-то. 1000? Да. Один раз в день? Утром и вечером. Утром и вечером. А еще что-то принимаете? Да и 30 грамм тоже. Диабетон, наверное? Ну, наверное. Благотворительная акция «Сахар в норме» проводит Диабетическое общество Абхазии в партнерстве с Министерством здравоохранения республики при финансовой поддержке благотворительного фонда социально-культурных инициатив. Следует отметить, что акция была начата еще 6 ноября. За это время волонтеры посетили более 30 сел и обследовали 1550 человек. Цель данной акции для того, чтобы наши люди знали, что такое сахарный диабет, как с ним бороться. Проблема, коварство сахарного диабета в том, что он страшен своими осложнениями. Человек может жить и не подозревать, что у него есть сахарный диабет, потому что незначительное увеличение глюкозы в крови не дает никаких явных симптомов. И пациент уже к врачу обращается с свершившимися осложнениями, такими как незаживающая рана на ноге, учащенное мочеиспускание, боль в сердце. Но самые грозные осложнения сахарного диабета – это инфаркты, инсульты. И вот чтобы вовремя предупредить эти осложнения, конечно, нужно чаще обследоваться, раз в год, раз в полгода проверять глюкозу крови. По стандартам ВОЗ норма сахара в крови составляет 3,3 миллимоль на литр до 6,1 миллимоль на литр. В зависимости от причины различают 4 вида сахарного диабета. Первый тип – это тип, где полное отсутствие собственного инсулина и вводится экзогена. И это страдают этим молодые люди, дети, и там как бы их количество меньше.
чем сахарный диабет второго типа. Он больше зависит от образа жизни, от неправильного питания, нерациональный прием пищи и малоподвижный образ жизни. А у нас в Абхазии в основном молодежь болеет или взрослое поколение именно сахарным диабетом? У кого больше выявляется? Ну и как и во всем мире, больше второго типа. По данным ВОЗ, на сегодняшний день диабетом страдают около 422 миллионов человек, что составляет почти 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться теми же темпами, то к 2025 году количество пациентов с диабетом увеличится в 2 раза. К 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Акция «Сахар в норме» пройдет и 15 ноября. В Сухуме в парке администрации города и в Центральном парке Нового района, в Гудауте на Центральном рынке, в Очамчире напротив администрации города, в поселке Цандрипш, в поликлинике с 9 утра будет осуществляться прием всех желающих. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.